новый день. Вы смотрите «Главное утро республики». Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только добрых, хороших новостей и отличного настроения. 15-й день декабря на календаре, день недели вторник. 2 недели практически остается до самого долгожданного праздника Нового года. Появилось ли у вас новогоднее настроение? Если да, то делитесь им с нами по нашему WhatsApp номеру 8 914 279 2262. Ну а прямо сейчас предлагаю знакомиться со свежим прогнозом погоды на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 50, минус 52 градуса. Днем ожидается минус 48, минус 49, в Заречье минус 48, минус 53 утром, днем минус 47, минус 50 градусов. В южных улусах минус 37, 41 утром, днем минус 31, минус 38. В Вилюйских улусах утром минус 30, минус 40, днем минус 27, минус 34 градуса. А в Нижнеленских минус 40, минус 42 утром, днем ожидается минус 39, минус 41. В западных улусах минус 31, минус 43 утром, днем минус 30, минус 39. В Колыменде-Гирских минус 28, минус 36 утром, днем минус 27, минус 36 градусов. В Янских улусах минус 31, минус 47 утром, днем минус 30, минус 46. В северо-западных минус 32, минус 38 утром, днем минус 33, минус 36 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 49 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, туман 0 метров в секунду. Ветер днем ожидается минус 44, минус 46 градусов. Актированные дни сегодня объявлены для учащихся с 1 по 8 классы. Ну а далее наш эфир продолжит свежий информационный блок, после чего снова встречаемся в нашей студии. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Материнский капитал предлагают разрешить тратить на образование родителей. Об этом говорится в обращении в адрес министра труда Антона Котякова и главы Института прогрессивного образования Анны Маркс. Суть предложения состоит в том, что матери смогли бы тратить средства на повышение квалификации, на последипломное образование. Мера позволит женщинам после декретного отпуска оставаться востребованными на рынке труда. А многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше, после вступления в силу нового пенсионного законодательства. Круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Так, женщине, родившей 4 детей и воспитавшей их до 8 лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше. Если мама вырастила 3 детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше. Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие 5 и более детей. Пенсия им назначается при достижении 50 лет. При этом для досрочного назначения пенсии им нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. При этом уход за детьми до достижения ребенком 1,5 лет тоже включается в стаж. МЧС Якутии проведет сегодня героико-патриотический диктант. Вопросы коснутся истории и деятельности МЧС России, Республики и Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Любой желающий сможет приступить к выполнению теста с 15:00 до 16:30 местного времени. На выполнение задания отводится 2 часа, а оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и затраченного времени. Победители будут награждены дипломом начальника Главного управления МЧС России по Якутии.
В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района открылся новый IT-центр. В этом году в рамках республиканского конкурса УЛУС выиграл грант главы республики в размере 1 миллиона рублей для приобретения компьютеров, оборудования и мебели. Новый IT-центр будет работать в 7 направлениях. Здесь смогут обучаться люди любого возраста. Также здесь разместили коворкинг-центр. Это рабочее пространство для желающих трудиться совместно по общим интересам. Хоть мир и очень большой, но интернет и компьютерные технологии его очень сблизили, да? И данное мероприятие – это очень большой шаг для того, чтобы Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский район, да, сделал большой шаг в большой мир интернета. Первые елочные базары открываются в Якутске. Приобрести живой атрибут новогодних праздников можно на базе ГАУ «Якутлесресурс» по улице Кеша Алексеева, 9/1. Как отмечают работники лесничества, в этом году из-за сухого лета удалось заготовить ели и сосен меньше, чем в прошлом году. Сейчас на базе можно приобрести сосны, заготовленные в окрестностях Якутска. А после 15 декабря в столицу прибудут новогодние елки из Мегино-Кангаласского района. Из-за отсутствия летом дождей сосны и ели, заготовленные к празднику, выглядят не очень презентабельно. Но работники лесничества уверяют, при правильном уходе за деревьями уже через пару дней ветки сосен раскроются и деревья станут настоящим украшением домов в праздники. Можно его поставить в ведре с мокрым песком или в воде. Тогда она приживается и начнет, хвоя позеленеет. Она раскрывается, уже начинает расти, поэтому можно нынче поставить. Сейчас кажется, они желтые, но если в тепло занести, воду поставить, хвоя зеленеет. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня. Спасибо коллегам, и мы продолжаем наш эфир. Не пропустите самый масштабный республиканский розыгрыш «Джол Тюгюльгете», в котором будет разыгрываться целых 10 автомобилей Toyota, 15 земельных участков и много-много других ценных призов. Победители будут выявлены и объявлены в праздничном предновогоднем прямом эфире на нашем канале уже 30 декабря. Вот же повезет обладателям таких суперпризов. Ну а кому из знаков зодиака повезет сегодня? Узнаем далее гороскоп на сегодняшний день. Овны сегодня будут буквально излучать успех. Ваше внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас приятно удивит результат. Сегодня лучше всего тельцам будут удаваться повседневные текущие дела, однако к ним вы сумеете подойти творчески. В самой незамысловатой работе телец способен обнаружить свою изюминку. Близнецов ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами. Звезды гороскопа советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. Большую часть времени ракам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало. Ситуация будет складываться так, что вам необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть. Иначе вы рискуете упустить представляющиеся возможности. Львов может подвести дипломатичность, точнее ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими. Сегодня вам надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком, иначе это может плачевно отразиться на взаимоотношениях. Девы сегодня способны ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя дева может чувствовать себя неуютно. День не склоняет ее к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Звезды гороскопа советуют весам задуматься над тем, все ли их устраивает. Возможно, они устали от повседневной рутины или в их жизни назрели перемены. В этом случае весам стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы они решительно начали менять что-то в своей жизни.
Залогом успеха скорпионов в делах станет лозунг «Знание – сила». Вам стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время у вас появится в голове, тем больше новых дверей откроется перед вами. И тем заманчивее окажутся перспективы. День для стрельцов будет связан с поиском и обработкой информации. Причем информация может быть взята вами из самых разных источников. Возможно, какую-то часть вы почерпнете из энциклопедий, другую из соцсетей, другую от окружающих, а четвертую и вовсе составят ваши догадки. Козерог будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Козероге-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать. Важные вопросы вам сегодня лучше не решать. В одиночку водолеи не сделают и малой части того, что задумали, зато, опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, водолей сегодня может смело браться за любое дело, пусть даже самое сложное. День рыб обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Им придется побегать и попотеть, однако при этом они сумеют с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в их руках, не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для вас переменами к лучшему в жизни. Доброе утро, всем удачного дня. Побывать в соборе Парижской Богоматери, каким он был до пожара, помогут современные технологии. С момента разрушительного пожара в апреле 2019 года Нотр-Дам был недоступен для общественности и остается таким до сих пор, хотя отчасти это не так. FlyView – это площадка виртуальной реальности в Париже. Ее создатели предлагают виртуально посетить знаменитый Нотр-Дам и обещают, что впечатление от такой экскурсии ничуть не хуже реального присутствия. Уникальная программа называется «Восстановление Нотр-Дама» и позволяет наблюдать достопримечательность в состояниях до и после возгорания. На данный момент это лучший способ по-настоящему ощутить красоту собора и увидеть, как много усилий еще должно быть приложено, чтобы вернуть ему былую славу. Сеанс длится всего 35 минут, но за это время пользователю дается 360-градусный обзор здания. Как сообщают создатели, процент от стоимости билетов идет на пожертвования для реконструкции собора. Ну а теперь доля утреннего позитива. В Южной Австралии коала залезла в чужой дом и притворилась елочной игрушкой на рождественской елке. Семье Маккормик, к которым залезло животное, пришлось вызвать специальную службу по спасению коал. Хотя в службе подумали, что это розыгрыш, и специалисты приехали в дом, сняли животное с елки. Коале не понравилось, что ее потревожили, поэтому она начала хвататься за ветки, сваливать елочные игрушки на пол и недовольно храпеть. Коалу назвали Дафни и отпустили на волю. Хоть и на короткое время, но мечта животного все же сбылась. Пусть у всех у нас сбываются наши мечты. Далее прервемся на небольшую короткую паузу, после чего поговорим о пожарной безопасности. «Алроса» ответственно относится к экологии Якутии, важнейшей территории своей деятельности. Поэтому в центре внимания компании изучение и охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, животного и растительного мира, почвы и климата. Сберегая природу Якутии, «Алроса» внедряет замкнутые способы производства, использует вторичную переработку отходов, переходит на альтернативные источники энергии. Беречь и сохранять, заботиться и вдохновлять. «Алроса» – якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Магазин «Виватекс» проводит акцию «Декабрь – месяц постельного белья». Скидки до 30%. «Виватекс», Уткина, 12, Чернышевского, 25. Аксыне 30 күнүгө НБК-саха ахагаты бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супер билистере ойноллар. One Toyota машина. Жокускайга One Бесир участога онтон датын сынала билистер. Ойнитуга кыттар мотомер магазин сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагер.
Корат кенигер Лермонтов улусатын 6-10 үгер, саңа, сырдык, ырас, кен, коң, әлбәқ, арас көріңнердәқ, таланыларға табығыстардақ, жер өмөннүрге уанна тутутуғарын аллақ, ураты жерекен көстүләқ, табығыстақ, удамыр сыналақ, центр строй мағағын арылынна. Краскалары, линолеумнары, ламинат, плитка, обой, сантехника уаннада атын әгәлге көріңнерін. Атылыр, тутуған аллақ, саңа аты әлген кенігерін арабыд. Оны тәңе болғойың, акция, ақсынне уанна 90-дарға, центр строй мағағын келейінергер чепсетейләқ карта бәліқтейін. Әйгені жокускай кенігер арылыбыд центр строй саңа мағағын Лермонтов улсатын 6-10 үз жетігер күтәлілер. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Приближаются каникулы, новогодние праздники. Вместе с тем бенгальские огни, хлопушки, петарды. Для того, чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. В нашей студии руководитель пресс-службы МЧС России по республике Ксения Рахматуллина. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Как известно, за последнее время увеличился рост пожаров в жилом секторе. Какова основная причина возгораний в это время года? Я хочу отметить, что с начала года у нас на территории региона зарегистрировано более 2500 пожаров, а более 450 из них произошли только за октябрь, ноябрь и декабрь. То есть, да, действительно, у нас основная часть пожаров – это жилой сектор, жилой массив. К сожалению, основными причинами пожаров являются нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации и монтировании электрооборудования и электропроводки. Вот. Также на втором месте у нас уже идут нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и, конечно же, неосторожное обращение с огнем. Также уже мы осведомлены о том, что с 3 декабря по 11 января следующего года установлен особый противопожарный режим. Каковы наиболее частые причины возникновения пожара в период новогодних праздничных дней? К сожалению, в период новогодних праздничных дней также у нас остаются 3 основные причины, которые я уже озвучила. Но также к ним может добавиться еще и использование пиротехнических изделий, мы причисляем это к неосторожному обращению с огнем. Поэтому всем гражданам, которые сейчас очень много доставок, до дому, то есть, сами знаете, реклама очень идет большая по приобретению фейерверков. Гражданам следует внимательно отнестись, то есть при приобретении пиротехнических изделий необходимо запросить сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности у продавца и внимательно осмотреть само изделие. То есть на нем не должно быть никаких повреждений. То есть если мы говорим о специализированных магазинах, там всегда все идет в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Инспектора Госпошнадзора регулярно проверяют данные места. Также проводят профилактические мероприятия на данных объектах, поэтому в них мы уверены. А что касаемо каких-либо нестационарных точек продаж, здесь уже мы не можем гарантировать безопасность граждан и использование данного изделия. Насколько я знаю, в пиротехнике мы должны обращать внимание на какие-то определенные такие знаки, Самое главное... различать некачественный продукт, товар от качественного. Самый главный на самом деле показатель – это всегда сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. То есть, покупая изделие, вы имеете полное право запросить сертификат. То есть, если у продукта нет сертификата, то здесь 2 варианта. Либо не покупать этот продукт, либо купить, написать жалобу в Роспотребнадзор. Также можно сдать нам на экспертизу, на соответствие. То есть, наша лаборатория может проверить данные изделия. Лучше же, конечно, просто не приобретать. Сейчас такое время, когда мы ставим елки, при установке елки, оказывается, тоже есть какие-то требования определенные, правила безопасности. Какие? Требования пожарной безопасности именно к установке елки, они распространяются на объекты с массовым пребыванием детей и людей, то есть это школы, садики, которые ежегодно устраивают, мероприятия. С ними уже проводится профилактика
в частности, инспекторами Госпошнадзора, да, либо сотрудниками Государственной противопожарной службы. Если говорить о бытовых условиях, то требования не распространяются на обычных граждан, но я бы настоятельно рекомендовала бы соответствовать просто общепризнанному принципу. То есть на елке не должно быть ваты, марлевых каких-либо игрушек. То, что возгорается, да? Да, то, Легко. что возгорается без огнезащитной обработки. Есть елки со специальной подсветкой, да, очень многие их приобретают. Такие елки должны быть тоже с сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности. Вот, то есть материалы, из которых они выполняются. Те же гирлянды. Гирлянды тоже, да. Сейчас уже многие украшают гирляндами. Если вы не приобретаете новое, используете старую, да, прошлогоднюю или там ранее покупали, то перед ее установкой на елку или же куда вы хотите ее разместить, нужно ее сначала разложить, просмотреть все сколы, есть ли на ней какие-либо перекрутки, может быть, кот погрыз, различные ситуации бывают, то такую гирлянду не следует использовать, и не стоит ее заматывать изолентой, да, чтобы там воткнуть Лучше розетку. обновить. Лучше обновить, конечно, да. Ксения, а какие противопожарные мероприятия проводятся на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас идет операция «Жилище-2020». С 25 ноября сотрудники Государственной противопожарной службы совместно с администрациями районов, округов проводят профилактические мероприятия с населением. То есть особое внимание уделяется у нас многодетным семьям, гражданам с инвалидностью, также маломобильным, да, и с низким социальным статусом. Им раздаются листовки, разъясняются основные требования, проверяются, как у кого смонтированы системы противопожарной защиты по городским программам или по республиканским. То есть у нас тоже так действует сейчас программа по монтажу систем противопожарной защиты. Ксения, спасибо вам за то, что пришли к нам в нашу студию. Спасибо вам за такой полезный разговор этим утром. Хорошего вам дня. Ну а, уважаемые телезрители, обращаюсь к вам. Не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности. Берегите себя. Ну а недавно Якутию посетила корейская делегация. Цель визита – 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Кореей. Какие планы и перспективы сотрудничества ждут эти страны, узнаем в следующем сюжете. В ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кореей лидеры двух государств объявили 2020 год годом взаимных обменов. Был разработан план, который включает в себя более 360 различных мероприятий, включая приезд корейской делегации в Якутию. В начале декабря 2020 года в Якутске в Большом зале Дома дружбы народов имени Кулаковского прошел концерт творческих коллективов Республики Саха-Якутия. Выступления состоялись под управлением корейского дирижера, а по совместительству советника ректора Высшей школы музыки Нот Хэчхоля. Этот музыкальный концерт символическое поздравление установления дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Корея. Я очень рад правительству СА Республик. Они поддержали это мероприятие. И тоже хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто участвовал и поддерживал это мероприятие. Я первый раз такой маленький коллектив делали концерт, но первый надо аранжировка нужен. Это не подходит, да. Обычный солист петь с большой оркестра, но аранжировка только для большой оркестра. Поэтому мы все ноты первые аранжировка делали, и тоже коллектив другой. Народный оркестра, виртуозы Якутия, другое место, и солисты, они вместе собирать, это сложно, да. тоже корейские песня и корейские народные песни мы делали аранжировка, но они Якут, Корея, много характер близко, поэтому они сразу играли это хорошо. Сегодняшний концерт с участием корейских наших коллег, наших гостей, с участием консула Республики Южная Корея,
Это очень знаменательно. Сегодня дирижировал корейский маэстро. Наши артисты принимают участие. Вот. Это говорит о том, что у нас культурные связи, они продолжаются. Культурный обмен также произошел и в сфере искусства. Так, корейская делегация посетила культурный центр «Сергеляхские огни», где проходила выставка корейской художницы О Ким Сук. Она отправила якутянам видеообращение, в котором искренне желает, чтобы дружба укрепляла доверие между Кореей, Россией и Якутией. Также пожелала успешного завершения 2020 года и поздравила с наступающим Новым годом. Далее видим развитие наших республик именно в сфере культуры, спорта, образования, IT-технологий, биоиндустрии, здравоохранения, медицины и, конечно же, туризма. Доброе утро, мы продолжаем. По запросам в поисковике первым всегда выходит сайт Википедия, конечно же. Ведь с него начинают свои исследования как школьники, студенты, так и известные ученые. Представители Викимедиа.ру, объединяющие Википедию, Викисловарь и Викицитатник, в данное время находятся в Якутске. И сегодня в нашей студии директор Викимедиа.ру, это Владимир Медейко. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Ну, знаю, что вы не в первый раз в нашем регионе. Какова цель визита сегодня? Конечно, мне очень нравится у вас, поэтому я надеюсь, что не только во второй, но и потом буду. Вот. А цель нашего визита в том, чтобы наши мероприятия, которые связаны с Якутией, расширялись, то мы завязываем новые контакты и находим новые варианты, как нам работать дальше. Ну, знаю, что вы будете проводить мастер-класс какой-то, да? Да, завтра Для будет кого это будет интересно? онлайн-мастер-класс, который предназначен всем желающим. И опытным редакторам будет интересно, и тем, кто впервые слышит о том, что в Википедии можно писать статьи. А самое интересное, что в Википедии статьи могут писать каждый. Поэтому мы всех приглашаем, приходите, увидите, услышите и можете писать статьи. Но мы знаем также, что 15 января, вот через месяц, да, Википедия будет отмечать свое 20-летие, да, юбилей. Что нас ждет в этот день? К сожалению, из-за коронавируса не будет офлайновых мероприятий. Точнее, будут, но небольшие. Вот, но празднование онлайновое будет по всему миру, будут телемосты. И в этом плане это также приглашаю всех, потому что на этом празднике жизни вы не чужие, и читатели, и авторы. То есть мы объединяем всех, и Википедия работает для всех. На данный момент проходит конкурс, да, на написание статей в Википедии. Называется он «Наши университеты». Немного вот об этом конкурсе. Могут ли принять участие якутяне? И вообще, кто может принимать участие? Ну, могут принять участие все. И якутяне, разумеется, тоже. И в том числе новички. У нас есть отдельно как-то именно для новичков. И поэтому я приглашаю всех завтра посмотреть онлайн-мастер-класс. И после этого подключаться к участию в этом конкурсе и побеждать, получать призы. Возможности все есть, главное захотеть. А сейчас все равно многие сидят дома, делать идти некуда. Пишите статьи. Ну вот, чтобы принять участие в конкурсе, нужно что сделать? Нужно зарегистрироваться в Википедии, посмотреть на страницу конкурса. У Николая Павлова, известного активиста Википедия и Викимедиа, на его странице в Фейсбуке есть ссылка на мастер-класс завтрашний, на котором мы это тоже все скажем. Вот, а можно зайти на страницу нашей организации Викимедиа.ру, и там тоже есть ссылка на конкурс. Но мы знаем, что материалы в Википедии, да, публикуются не только на русском языке. В нашем регионе также имеется своя Саха-Википедия, да? Вот как раз-таки состоится открытие якутского вики-словаря. Когда это будет? Да, Викимедия — это на самом деле огромный мир. Многие знают только Википедию, но на самом деле Викимедия, она объединяет и вики-словари, как вы сказали, другие проекты. Вот. И очень интересно, открывается вики-словарь на якутском языке, и, соответственно, мы туда приглашаем всех, кому интересна лингвистика, кому интересно словообразование, кому интересны слова. Вот.
и благодаря этому мы можем делать более мощный, более интересный, более удобный словарь, чем любой существующий другой для якутского языка. Это и толковый, и лингвистический, это самый такой обширный словарь. Мы всех приглашаем. Мы вообще приглашаем всех, потому что мы объединяем всех людей Земли. Мы хотим, чтобы знания были всеобщими, вседоступными, и каждый может внести в это свой вклад. Но вы часто разъезжаете по России? Вот как вообще поддерживаете регионы? Да, мы вообще много едем по России. Но понятно, что последний год это немножко ограничено, но тем не менее даже последний год мы пытаемся вырваться и вырываемся. И в этом плане я очень благодарен вашей республике, потому что мы были приняты на самом высоком уровне, и у нас мероприятие проходит на самом высоком уровне. Даже глава республики поддерживает вот эту вот работу. Вот. И, соответственно, вот эту эпоху коронавируса, когда все закрылись по своим норам, никто не хочет ничего делать, никакие мероприятия. Вот. У вас нас очень тепло приняли, и мы, пожалуй, это одно из самых таких больших по общему объему мероприятий и действий, которые в этом году делаются. Что ж, Владимир, спасибо вам большое, что пришли к нам этим утром. Плодотворной вам работы. Ждем вас снова в нашей студии. Действительно, очень значимые такие визиты для нас и нашего региона. Спасибо. Спасибо большое. Ну а далее мы продолжаем. Магазин Хозторг предлагает товары не только для Нового года. Можете приобрести, допустим, вот такие фломастеры отличные. Почему бы не написать ими письмо Деду Морозу? По-моему, отличная возможность. Адреса магазина вы видите на своих экранах. Ну а далее прерываемся на небольшую короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тутарыт күндү Далбар хотун эдерген кылсоғоттон, эрге сүттер кемче кийиттен, оғотун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсыр. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. Новогодние скидки до 40% на телефоны и аксессуары. Далмарт, Ленина 11. Сағабыт сайдам жонун уру ювелирный компания саңа жылынан әғартелер. Үйері көтü үктелленен, жол соргу кынаттанын, чугас. Таптыр жоңгутугар уру седерей оңоптарын бәләхундум. Уругут тенейдин. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. Утун Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Материнский капитал предлагают разрешить тратить на образование родителей. Об этом говорится в обращении в адрес министра труда Антона Котякова и главы Института прогрессивного образования Анны Маркс. Суть предложения состоит в том, что матери смогли бы тратить средства на повышение квалификации, на последипломное образование. Мера позволит женщинам после декретного отпуска оставаться востребованными на рынке труда.
А многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше, после вступления в силу нового пенсионного законодательства. Круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Так, женщине, родившей 4 детей и воспитавшей их до 8 лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше. Если мама вырастила 3 детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше. Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие 5 и более детей. Пенсия им назначается при достижении 50 лет. При этом для досрочного назначения пенсии им нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. При этом уход за детьми до достижения ребенком 1,5 лет тоже включается в стаж. МЧС Якутии проведет сегодня героико-патриотический диктант. Вопросы коснутся истории и деятельности МЧС России, Республики и Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Любой желающий сможет приступить к выполнению теста с 15:00 до 16:30 местного времени. На выполнение задания отводится 2 часа, а оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и затраченного времени. Победители будут награждены дипломом начальника Главного управления МЧС России по Якутии. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района открылся новый IT-центр. В этом году в рамках республиканского конкурса УЛУС выиграл грант главы республики в размере 1 миллиона рублей для приобретения компьютеров, оборудования и мебели. Новый IT-центр будет работать в 7 направлениях. Здесь смогут обучаться люди любого возраста. Также здесь разместили коворкинг-центр. Это рабочее пространство для желающих трудиться совместно по общим интересам. Хоть мир и очень большой, но интернет и компьютерные технологии его очень сблизили, да? И данное мероприятие – это очень большой шаг для того, чтобы Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский район, да, сделал большой шаг в большой мир интернета. Первые елочные базары открываются в Якутске. Приобрести живой атрибут новогодних праздников можно на базе ГАУ «Якутлесресурс» по улице Кеша Алексеева, 9/1. Как отмечают работники лесничества, в этом году из-за сухого лета удалось заготовить ели и сосен меньше, чем в прошлом году. Сейчас на базе можно приобрести сосны, заготовленные в окрестностях Якутска. А после 15 декабря в столицу прибудут новогодние елки из Мегино-Кангаласского района. Из-за отсутствия летом дождей сосны и ели, заготовленные к празднику, выглядят не очень презентабельно. Но работники лесничества уверяют, при правильном уходе за деревьями уже через пару дней ветки сосен раскроются и деревья станут настоящим украшением домов в праздники. Можно его поставить в ведре с мокрым песком или в воде. Тогда она приживается и начнет, хвоя позеленеет. Она раскрывается, уже начинает расти, поэтому можно нынче поставить. Сейчас кажется, они желтые, но если в тепло занести, в воду поставить, хвоя зеленеет. Мы следим за развитием событий. Берегите себя и удачного дня. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что сегодня актированные дни объявлены для учащихся с 1 по 8 классы. Мы продолжаем. Якутян приглашают на республиканскую онлайн-ярмарку вакансий, которая пройдет сегодня, 15 декабря, на площадке Zoom. Как принять в ней участие, нам сегодня расскажет заместитель директора Центра занятости населения нашей республики Инна Сивцева. Инна Иннокентьевна, доброе утро. Доброе утро. Как граждане смогут пройти собеседование с работодателем в нынешних условиях? В нынешних условиях работа Центра занятости немного изменилась. Раньше, наверное, вы помните, мы проводили в больших залах, в больших зданиях ярмарки вакансий, а нынче все перешло на онлайн-формат. Вот сегодня мы проводим очередную ярмарку, в которой участвуют 6 промышленных предприятий. И вот надо сказать, что сейчас ярмарка, раньше, когда мог участвовать любой желающий, сейчас заранее мы с кандидатами обговариваем. Да? У нас проходит на площадке Zoom в основном, то есть заранее мы им рассылаем ссылки, смотря по специальностям, какие специальности и опыт работы имеют кандидаты. По востребованным? Да, по заявленным работодателями вакансиям. Вот сегодня у нас
Если вот смотреть географию ярмарки, участвуют работодатели, которые предлагают рабочие места в Нерюнгри, в Алданском районе, в Тампонском районе, в Вилюйском улусе и в городе Якутске. Это вот в каких сферах? Промышленность? Это в основном наверное, промышленность. да? Ага, вот, например, Якутуголь, он предлагает вакансии в Нерюнгринском угольном разрезе, в Кангаласском угольном разрезе и в Джабарике-Хая. Колмар в Нерюнгре предлагает, Золото Селигдара в Алданском районе и ЕТЭК в Вилюйском районе в городе Якутске. Ну а какие на сегодня все-таки актуальны вакансии? Как какие-то заявки приходят наверняка от тех, кто ищет работу? Да, ну если на сегодняшний день, вот сегодняшнюю ярмарку рассматривать, то в основном это рабочие специальности и специальности вот инженеров именно. По рабочим специальностям нам нужны водители, стропольщики, рабочие, горнорабочие в том числе, слесаря. И еще есть вот представлены вакансии именно инженеров. Допустим, вот ЕТЭК требуется инженер по проектированию, по строительству, эксплуатации газопроводов. Также вот предприятиям тоже вот в городе Якутске, в головных офисах тоже требуются начальники отделов, инженера. Ну, как сегодня идет процесс работы? Нужно резюме отправить на электронную почту наверняка, да, и сидеть ждать. Да. Ну, сейчас мы создали, для этой ярмарки создали специальную вот почту, чтобы с общей почтой не путать. И на эту почту в определенное время, вот до вчерашнего дня, принимали резюме. Резюме рассматривались, потому что иногда бывает так, что не по специальности отправляют, и еще вот поступают еще резюме из-за пределов республики, потому что сейчас возможности интернета у нас безграничные, как говорится, и информация очень быстро распространяется. Ну, знаю также, что вы планируете провести следующую ярмарку уже в январе, по-моему. Да, в январе у нас планируется очень большая ярмарка. Сейчас идет подготовительная работа. Это по поручению председателя правительства для молодежи, именно нацелена для выпускников образовательных учреждений и для молодежи. Она называется «Траектория карьеры». Мы сейчас будем направлять запросы всем министерствам отраслевым, в том числе работодателям, чтобы они принимали участие в этой ярмарке. И сейчас вот как раз продумывается весь момент, чтобы у нас сегодня, например, если она на одной площадке проводится, то в январе уже планируем на нескольких площадках в течение вот нескольких, двух-трех дней даже, может быть. Да. Ага. Инна Иннокентьевна, спасибо вам за то, что пришли к нам этим утром, проснулись, не поленились. Отличного дня, плодотворной работы. Приглашаем принимать участие в ярмарке вакансий онлайн. Ну а далее мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего расскажем вам, какие сериалы посмотреть сейчас и в новогодние праздники, а также в нашей студии появится вторая вице-мисс России Янг Ирина Охлопкова. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Читайте в новогоднем журфиксе. Семейный портрет шеф-повара Габышева. Итоги года. Хроники COVID-19. Словом Божьим о здоровье. Зрелые браки. Наши за рубежом. Мексика. Золотая леди. Онлайн-финал. Восточный гороскоп. Здравствуйте в новом году и всегда. Сахыл бәтүгә харбан бутон да харытыгыстамы. Бихи историяны сүстәс типпет. Ката бән тускунан капсара. Ойбан сөдеребес толкуйга түсте. Уанна кенеге хуруярга сананна. Кенегега кене ого саахана юлата, жонун сергетин туһунан капсата. Ол кенне Петр Алексеев 5 нөмердәг жетигер суруй бутун илден туттарда. Өретер болбата, сабыз саңа кенеге дәчәт тенен тағыста. Офсет рекламалыр издательской тими.
Билсер нөмергет 36, 92, 91. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Годы идут, ценности остаются. Саха спецтехника. Нам 15 лет. Видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Добро пожаловать в новый день, 15 декабря на календаре. Канун Нового года – это еще не время для тихого семейного просмотра кино и сериалов с новогодней тематикой. Так что оставьте Дэш и Лили и Домой на Рождество на потом, до январских каникул. Сегодня мы поговорим о мистике и тайнах. Мы отобрали для вас 3 сериала, которые идеально подойдут для домашнего просмотра на ближайшую неделю. Если в канун Нового года вам все непременно захотелось посмотреть что-то загадочное и мистическое, тогда наша следующая подборка сериалов вам должна понравиться. Сериал «Очень странные дела», созданный братьями Даффер, стал культурным феноменом 2016 года. Уникальное сочетание ностальгии по ламповым 80-м, а также харизматичные актеры позволили этому проекту покорить сердца миллионов зрителей по всему миру. А все началось с того, когда в маленьком тихом городке загадочно исчезает подросток по имени Уилл. В 99 случаях из 100, если ребенок пропадает, его находят у родителей или родственников. А в 100-м случае? Что? Вы сказали в 99 случаях из 100. Что происходит в 100-м случае? Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика и местный шериф. Также собственное расследование начинают друзья Уилла. И неожиданно ребята оказываются в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил. Еще один мальчик таинственным образом исчез в городе Винден. Если вам понравился вышеназванный сериал, то следующий вам точно зайдет, как и мне. Многосерийная лента «Тьма» немецкого производства удивила и покорила сердца многих телезрителей, отчего у сериала вышло также 3 сезона, как и у «Странных дел». Сюжет разворачивается, разумеется, опять же в маленьком городке, в котором также пропадает мальчик. Вопрос не в том, кто похитил детей, а когда. А все дело в том, что в пещерах под землей обнаруживается секретный проход, соединяющий 3 временных участка – 2019, 1986 и 1953 годы. Молодой человек. Кто вы? Как вас зовут? Ну и, конечно же, никакая страшилка не обойдется без Стивена Кинга. «Касл Рок» – экранизация сразу дюжины произведений самого известного хоррор-писателя, события которых происходят в вымышленном городе. Одну из ролей в мистическом триллере играет Билл Скарсгард, который убедительно изобразил Пеннивайса в «Оно». А повествование телешоу начинается с того, как начальник тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после смерти которого в закрытом крыле здания находят странного юношу. Никто не знает, кто это, а сам он называет только имя адвоката Генри Дивера. О тебе нет никаких данных. Как ты смог пробраться в тюрьму? Кто посадил тебя в ту дыру?
У этого сериала 2 сезона, и второй вовсе не продолжение первого. Так что если вы до сих пор не видели это телешоу, то смело можете начинать прямо сегодня. Это новая история, абсолютно новые действующие лица. А какие именно? Посмотри сериал. Что ж, отмечайте для себя подборку интересных сериалов, рекомендуемых нами. И в эти выходные, я думаю, у вас пролетят незаметно. Ну а далее предлагаю ознакомиться со свежим прогнозом погоды на день сегодняшний. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах утром минус 52-50, днем 48-49 градусов со знаком минус. В Заречье утром минус 48, минус 53, днем минус 47, минус 50. В Южных минус 37, минус 41 утром, днем минус 31, минус 38. В Вилюйских минус 30, минус 40 утром, днем минус 27, минус 34 градуса. В Нижнеленских Улусах минус 40, минус 42 утром, днем минус 39, минус 41. В Западных минус 31, минус 43 утром, днем минус 30, минус 39. В Колымы-Дигирских минус 28, минус 36 утром, днем минус 30. Минус 27, минус 36 градусов. В Янских минус 31, минус 47 утром, днем минус 30, минус 46. В северо-западных минус 32, минус 38 утром, днем минус 33, минус 36 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 49 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер слабый, туман. Днем в городе Якутске ожидается минус 44, минус 46. Актированные дни, напоминаю, объявлены для учащихся с 1 по 8 классы. Ну а юные красавицы из Якутии стали победительницами всероссийского конкурса красоты и таланта Little Miss World Russia в возрастных категориях мини и тин. А также юные красавицы победили в номинациях разных возрастных категориях. Ира Охлопкова, вторая вице-мисс России в категории Янг от 14 до 16 лет, сегодня в нашей студии. Ира, доброе утро. Здравствуйте. Расскажи нам немного о конкурсе, сколько было конкурсанток, сколько девочек представляла нашу республику. Конкурсанток всего было 27 в разных категориях, а Якутию представляла 7. Ну, у нас было 7. 7 девочек, да? Ага. А какие этапы были, что тебе больше запомнилось, понравилось? Первый этап был основной, ну, то есть в единой форме. А потом второй этап был национальный костюм, и третий этап был талант, и четвертый вот вечернее платье. Больше всего мне понравилось, наверное, вечернее платье, потому что, ну, легкий, красивый платье в длинных, пышных. А в конкурсе талантов ты что делала? Я пела и танцевала. Ну, ты творческий, да, человек? Ага. А кто был среди членов жюри? Были какие-то известные люди? Может, даже удалось кого-то увидеть, сфотографироваться? Директор, вот, миссис... конкурса, да? Да. Ирина Кирсанова, миссис Мира была, Юлия Шестуна и еще много их было. Ага. А расскажи нам, чем ты любишь заниматься, чем увлекаешься, вот помимо песен, танцев, где учишься? Я учусь в Якутском финансово-экономическом колледже имени Фадеева. Уже студент? Ага, да? Второй курс. Занимаюсь, я рисую в свободное время и занимаюсь вокалом у Семена Чинянова. Вот. Танец мне поставила подруга моей старшей сестры, родной, Милки, Катя Потапова. Вот. Постановку танца она ставила, а с вокалом помог Семен Чинянов. А расскажи нам про корону. Переливается, светится красиво. Корону я получила, когда вот титул, и я номинация была «Мисс Шик».
Мисс Шик, у тебя еще номинация есть. Дополнительно. Да. Ага. Вот. Ну, Тяжелая? Да, тяжелая. И жмет, самое главное. Да. Ага. Но первый ли это был опыт для тебя вообще вот в конкурсе красоты? Ты занимаешься в каком-то модельном агентстве? Я всегда хотела вот стать с детства моделью. И немного занималась когда-то вот в детстве, а потом, ну вот, забросила. И вот только вот первый, наверное, вот, конкурс такой большой у меня в опыте. А тебе вот предложили поехать на конкурс, или ты сама изъявила желание? Я изъявила желание. Ну, я хотела очень. Семья, все знают об этом и поддерживают. Это самое главное. Ну, ты такая разносторонняя. Какие у тебя планы? Кем хочешь стать? По профессии пойдешь? Не знаю. Я вот мечтаю стать моделью. Но это будет как хобби, наверное. Ну, типа, больше всего. Ну, по профессии скорее иду, наверное. Вот. В будущем я хочу заниматься дальше вот моделингом, участвовать в других тоже каких-то конкурсах и петь, танцевать, дальше движение. Ира, спасибо тебе большое. Мы желаем, чтобы твои мечты обязательно сбылись. Спасибо. На этом я с вами, дорогие телезрители, прощаюсь. Желаю вам отличного плодотворного дня, хорошего настроения. А Ира нам сейчас подарит свою песню. Пожалуйста, Ира. Andihi kustuhan ketuga tumanga sulanan taptalga uydaran miçerger uydaran taptalgar kustaran süderdim min öbün boturar kıtılbar ey gün kuhamın halanga götökbün bulbatın kınapın ol hayda bolabın ey gün sedemin men ilçe barığım ögüzcan harandalından kisseğim Sürahpin en, sürahpin dalgutu Sürahpitten tasartılar bınaya haydim Taptalgıttan, taptalgıttan kötüm Taptaldan kılıbıt sibekimen yahavulun Sürahpin en, sürahpin dalgutun Sürahpitten tasartılar bınaya haydim Taptalgıttan, taptalgıttan kötüm Taptaldan kılıbıt sibekimen yahavulun Sürahpin en, sürahpin dalgutun Sürahpitten tasartılar bınaya haydim Taptalgıttan, taptalgıttan kötüm Taptaldan kılıbıt sibekimen yahavulun